Так, друзья, ассаламу алейкум, витаю вас, всем шалом. Начнем, извиняюсь за опоздание, снова 18 часов 10 минут, сегодня стрим 18 у нас начинается, на 10 минут я опоздал, извиняюсь. Так, 13 августа 2025 года, 18 часов 11 минут по Берлину. 19 часов 11 минут по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Наш стрим идет снова на YouTube канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Я, как обычно, спешу и не успеваю. Так, Ислам, Машволь, Далсайоль. Так, что еще? Наш стрим сегодняшний называется «Шок. Тайная встреча Трампа и Путина на Аляске. Что скрывают?» Об этом и многом другом давайте поговорим, друзья. Иса валейк салам ашволь. Так, gut gemacht. Салам алейкум. Салам алейкум. Шалом, Виктор, шалом. Эркин, приветствую тебя. Героям слава. Так. Друзья, ну давайте начнем. Сообщения от Генерального штаба Сбройных сил сообщать не буду. В принципе, там все без изменений. Все так же. Война идет полным ходом. Никаких изменений нет. Русские напирают с новой силой. Ну, их, в принципе, как обычно, все просто уничтожается. Просто. Так. Вот такая вот ситуация. Война идет полным ходом. Ну, смотрите, как известно... Одну секунду. Как известно, 15 августа, то есть послезавтра 2025 года, в Анкоридже, штат Аляска, состоится саммит между президентами США и фашистской России, между Дональдом Трампом и террористом Владимиром Путиным. Место встречи выбрано из-за географической близости Аляски к России, что символизирует стратегическое значение региона и то, что, видимо, ну, одни источники говорят, что это предложение России было, Аляска, другие говорят, что это предложение Трампа. Возможно, это выбор России, потому что таким образом, видимо, они, русские, может быть, считают, что они таким образом подстраховывают Владимира Путина, который окажется на американской земле. Известно также, что это будет первая встреча, всем уже известно, все мы знаем, двух президентов за последние 4 года. Официально объявленные цели саммита являются обсуждение путей завершения войны в Украине. Президент Трамп заявил, что встреча будет служить важным индикатором и слушательным упражнением, на котором он намерен выслушать предложения Путина по урегулированию конфликта. В Белом доме подчеркнули, что Трамп будет присутствовать как наблюдатель, а не как посредник.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу проведения переговоров без участия Украины, заявив, что территориальная целостность страны не подлежит обсуждению. Ожидается, что на саммите будут обсуждаться следующие вопросы: прекращение огня, поиск путей для немедленного прекращения боевых действий, территориальные изменения, обсуждение возможности обмена территориями, что вызвало обеспокоенность в Украине и среди европейских партнеров и союзников, участие Украины в переговорах, вопрос о включении Украины в будущие переговоры и ее роль в процессе урегулирования. Роль США и НАТО. Обсуждение роли США и НАТО в поддержке Украины и обеспечении безопасности в регионе. Европейские лидеры и Украина выразили обеспокоенность по поводу проведения саммита без их участия. Они подчеркивают важность соблюдения международного права и территориальной целостности. В то же время некоторые аналитики отмечают, что саммит может стать важным шагом к деэскалации конфликта, если на нем будут достигнуты конкретные договоренности. Таким образом, саммит Анкариджа представляет собой важный этап в попытке завершить войну в Украине, однако его успех будет зависеть от готовности сторон к компромиссам и соблюдению международных норм. Забегая вперед, могу сказать, что я не только склоняюсь, что никаких договоренностей достигнуто, таких конкретных, которые будут выполнять, не вижу. Я даже опасаюсь, что террорист Путин просто не приедет туда, посчитав, что это какая-то ловушка для него, западня и так далее, и так далее. То, что сказал сегодня, как известно, в срочном порядке Владимир Зеленский, президент Украины, прибыл в Германию, в Берлин, где он встретился с канцлером Фридрихом Мерцем. И Deutsche Welle на русском сообщает, европейские лидеры призвали президента США Дональда Трампа защитить интересы Киева и Европы в области безопасности на встрече с Владимиром Путиным. Об этом по итогам онлайн-марафона при участии президента Украины, США и лидеров ЕС заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Есть надежда на перемены, есть надежды на мир в Украине, подчеркнул Мерц. В то же время канцлер ФРГ потребовал четкой последовательности возможных переговоров о завершении войны в Украине. Сначала должен быть заключен режим прекращения огня, а на последующих встречах Киев должен быть за столом переговоров. Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Трамп поддерживает предложение об остановке огня и гарантии безопасности для Украины. У России не должно быть права вето на перспективу вступления Украины в НАТО, подчеркнул Зеленский. Он заявил, что Путину не нужен мир и что президент РФ хочет оккупации Украины. Нужно сделать так, чтобы Путин не смог обмануть никого, указал на украинский президент, уточнив, что Трамп планирует встретиться с ним после переговоров на Аляске. Вот такая ситуация, друзья, разворачивается. Я полагаю, что Россия не будет против того, чтобы, например, Украина вступила в НАТО. И будем надеяться, что война будет остановлена. Опять же, остановка войны или приостановка войны – это еще не полный мир. Даже не обсуждаются, даже если какие-то обмен территориями произойдет, даже не обсуждается то, что Россия может иметь юридические права на эту территорию, даже если произойдет обмен. Также вступление для Украины в НАТО является гарантией, безусловной гарантией, и это очень важно. Очень важно, чтобы Украина имела гарантии. В случае, если же война будет остановлена и Украина не вступит в НАТО, то Россия продолжит свою вот эту атаку. И с учетом той агентуры, которая есть внутри Украины, то
все здоровые силы Украине, воины, лидеры, они находятся под прямой угрозой. Под прямой угрозой прямого физического уничтожения. Потому что сейчас, если имея такое количество агентуры, на мой взгляд, я считаю, в Украине большая, сильная, мощная КГБшная вот эта система работает до сих пор. Та самая, которая зазывала фашистскую российскую армию в Украину. Они могут начать просто теракты, уничтожение лидеров, уничтожение воинов, лидеров, командиров, просто исходя из опыта русско-чеченской войны, я это знаю. Давайте будем читать ваши комментарии потихонечку, давайте говорите свою позицию, свои мнения, это очень интересно мне, очень важно. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Так, ассаламу алейкум, алейкум, Шамиль, все будет Ичкерия. Дай Бог, Шамиль, дай Бог. Без возвращения всех территорий мира не будет. Ну да, Иркин, в принципе, ну, приостановка хотя бы должна быть. Ассаламу алейкум, Андро Катерелли. Ассаламу алейкум, спасибо за ваш стрим об августовской войне в Украине. Я смотрел это вчера, и еще раз большое спасибо. Валейк салам, гамаджоба гинацвале. Мой грузинский брат, не стоит меня благодарить. Вы заслуживаете большего, мои грузинские братья и сестры. Я постарался быть объективным. Вот и все. Фашисты рассуждают о фашизме, говорит. Мир перевернулся. Да, российские фашисты очень часто говорят о фашизме и уже давно. Салам всем свободным людям. Салам, брат Аслан. Алейк салам, дорогой брат Эд. Приветствую тебя. Витаю, Баванятка, витаю. Витаю вас всех, друзья. Почему вот эти религиозные вещи, там, ты дрова для ада, ты шайтан, ты это пишут люди с русскими никами. Вы не задумывались? Да. Или с какими-нибудь арабскими непонятными никами. Это российские тролли. Поэтому не обращайте внимания. Это их работа такая. Их задача сбить наш сегодняшний стрим. И чтобы мы сегодня провели стрим опять в их русле. В их русле что было. Так. Я смотрю. То, что сообщает, давайте вам еще немножко новостей от Генерального штаба вооруженных сил. Украинские военные нанесли удар по нефтеперекачивающей станции в Брянской области фашистской РФ, подтвердил Генштаб ВСУ. В частности, поражена станция Унича, задействована в обеспечении армии захватчиков, зафиксировано попадание в крупный пожар в районе здания подпорной насосной станции. Также имеется информация о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов. Официально эту информацию РФ не подтвердила. Губернатор Александр Богомаз не сообщил подробностей ночной атаки, указав только, что над областью сбили 15 дронов и никто не пострадал. В соцсетях писали, что БПЛА атаковали нефтеперегонную станцию Унича в Брянской области. Эта станция уже подверглась атакам 6 августа. Ну, я бы хотел бы сказать вот небольшой короткий пост
зачитать Аяда Идигова, сопредседателя Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, по поводу предстоящей встречи Трампа и террориста Путина. Сегодня от позиции Трампа все балансирует между установлением мира в рамках международного права и открытого противостояния РФ с Западом. Это может привести к применению и атомного оружия. То есть, и как я понял, что имеет в виду Аяд Идигов, то что если будет отклонение от международного права, и то это противостояние может перейти вплоть до атомной войны. То есть, если они сегодня не договорятся, есть все вероятность, что начнется атомная война. Начнется атомная война. Ну, посмотрим. И это, кстати говоря, знаете, коллидируется с тем, очень так наглядно, о том, что президент Дональд Трамп ввел Национальную гвардию на 30 дней. Он только без разрешения Сената имеет право на 30 дней только вводить в Вашингтон. И разговор идет о том, что там большая преступность, там много бездомных, наркоманов и так далее. Ну, Вашингтон, на мой взгляд, я особо не знаю, конечно, особо не разбираюсь, но я думаю, в других городах ситуация намного, может быть, хуже даже, чем в Вашингтоне. Например, в том же Нью-Йорке, например, или где-нибудь в другом месте. Но то, что вводят, это значит, США готовятся к очень серьезным возможным событиям, в том числе по провокациям внутри США, а возможно и нанесение по США ядерного удара со стороны фашистской России. Также важно здесь отметить, что еще одна новость, что американская система, сегодня о ней как раз сообщили, американская система противоракетной обороны «Золотой купол» получит 4 уровня защиты. По данным Reuters, разрабатывается по решению Трампа систему оснастят космическим слоем обнаружения, целеуказания для предупреждения и отслеживания ракет, а также 3 наземными слоями, состоящими из систем перехвата ракет, радарных массивов и, возможно, лазеров. Стоимость проекта, который должен стать улучшенным аналогом израильского железного купола, оценивается в 175 миллиардов долларов. Пока на разработку власти выделили 25 миллиардов, еще 45,3 миллиарда долларов предоставят в 2026 году. Ожидается, что «Золотой купол» запустят в 2028 году. Однако по-прежнему неизвестны многие детали. Например, сколько пусковых установок перехватчиков наземных станций, ну и так далее, и так далее. Вот такая вот интересная ситуация разворачивается, друзья. И нас ждут, я вам скажу, интересные времена. Интересные времена. Одновременно с этим поступает информация, что Россия вербует граждан Казахстана на войну в Украине через объявление о вахтовой работе, выяснило казахское издание «Эльмидия». По словам журналиста проекта Аяна Шарипбаева, часть граждан Казахстана, отправляющих РФ на заработки, в итоге попадают в российскую армию. С середины 2023 года, указывает Шарипбаев, выросло число объявлений о вахтовой работе в соцсетях и сервисах по трудоустройству. Также появились сайты, где прямо указаны условия подписания контрактов. В их числе единовременная выплата в 4 миллиона рублей, ежемесячная зарплата 210 тысяч рублей, списание до 10 миллионов рублей долгов и кредитов, а также страховые выплаты родственникам от Министерства обороны в размере 12,4 миллионов рублей. Армию казахстанцев вербуют и украинцы. Для этого они делают адресные рассылки в мессенджерах, либо через работающих в Украине волонтеров. Иногда применяются расклейки объявления в публичных местах. Ну и так далее, друзья.
Ну и без сомнения, Россия продолжает свою террористическую деятельность против Германии. Дело в том, что, как мы знаем, сейчас вроде бы чуть-чуть а, заползли под корягу, но, видимо, готовятся к новой атаке террористы российские и проводят разные диверсии. Диверсии эти проводятся не сами, у них здесь своей агентурой они дорожат, ну ее и так, не так много, сейчас она под корягу некоторые заползли. В Баварии, ну, проводятся разные диверсии, поджоги грузовиков военных там и так далее. Вот, например, в Баварии неизвестные перерезали железнодорожный кабель, материальный ущерб оценивается в 20 тысяч евро. Злоумышленники перерезали несколько железнодорожных кабелей, предназначенных для управления стрелками и сигналами близ города Кобурга. Инцидент произошел около 5 часов утра 12 августа. Поврежденные кабели позже были найдены на железнодорожных путях в направлении баварского города Реденталя. Их удалось починить. Уголовная полиция Кобурга не исключает акты диверсии. Расследование продолжается. Это уже четвертый инцидент на немецкой железной дороге с июля. Ему предшествовали несколько поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры в районе Дюссельдорфа и Хоенмельзена, Саксония-Анхальт. Ответственность за них взяла на себя леворадикальная группировка команда Angry Birds. Дело в том, что, друзья, Россия использует как недовольных властью, они в любой демократической стране они есть, имеются, и разные преступные элементы. Несколько лет назад, когда я начинал вот эту свою блогерскую деятельность, у нас здесь в Германии, недалеко от нас, есть один город, и там ребята собирались, они одевали косоворотки, вот эти кожаные куртки, там, у них там, ну, как банды такие. И тогда было понятно, что, ну, я знал, почему это, к чему-то они готовятся. Они готовили вот для таких вещей. Потому что я знал, кто за этим стоит, я видел всю эту связующую нить. А так, ну, ребята молодые, им там, ну, такие криминального такого склада, там, готовы там подраться, готовы там что-то там сделать, еще что-нибудь пожестче, там, ограбить, там, вот, обрезать провода, да, ничего сложного, 4 утра, ну, кто будет в 5 утра контролировать все железную дорогу, все это, никто не будет. А как мы имеем дело с государством-террористом, и вот это государство-террорист начинает вести вот эту свою деятельность террористическую. Тогда я об этом сказал, это было, наверное, лет 5 назад, может быть. И я об этом сказал у себя в стриме, по-моему, говорил, начал об этом говорить, просил их, вот этих ребят, которые, вот этим, ну там один есть парень, который через знакомого был знаком. И на меня обиделись, сказали, как тут, мы тут, типа, они тут такие серьезные дела делают и так далее. Тогда это прикрыли, эту банду, но по какой-то причине они не стали, засветилась она и так далее, не стали они дальше развивать. Но вот эти все ребята не прекратили свою деятельность, абсолютно спокойно продолжают заниматься этой деятельностью. И немецкие правоохранители не дорабатывают, на мой взгляд, не дорабатывают. Очень много вот этой всей здесь разной системы, которая связана с Россией, с русскими спецслужбами. И ну, не идет, вот, не дорабатывают. Вот, например, вот этот кабель, который они оборвали, как здесь указывается, что этот кабель был сделан для того, чтобы стрелки и сигналы, чтобы сделать. Но это катастрофа, понимаете? Это можно сделать для того, чтобы просто поезд сошел с рельс, два поезда столкнулись. Ну, все, что угодно. Все, что угодно. И к этому они готовятся. Этому они все каждый день готовятся. Также они используют разных вот этих полезных товарищей из исламистов, которым сейчас рассказывают там про Израиль, про еще что-то. Почему-то никто не едет жить, проживать в арабские страны.
не едет в Россию, да, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот если ты там заступаешься, ну едь в арабские страны, едь в Россию, вы же все вместе заступаетесь за всю вот эту деятельность, выступаете. Ну, едьте тогда, живите там, какие проблемы? Ну, нет, они живут здесь, и потом им внушают, что это нужно сделать. И, конечно же, всегда это бывает не за бесплатно, чаще всего не за бесплатно. Да, какого-нибудь смертника они найдут за бесплатно, опять же, наобещав, что родственникам они много миллионов дадут, еще помогут там и так далее, и так далее. Ну, а непосредственно какие-то вот эти мелкие дела, да, делайте за мзду, за малую мзду, за 30 серебряников. Большому сожалению, большущему сожалению, я вот сколько веду эту работу, я об этом говорю, кричу там и так далее, но я вижу, что не дорабатывают. Многие абсолютно не понимают, что здесь происходит. Многие просто не понимают. Многие не владеют русским языком, соответственно. Но и экспертов нет. И все эксперты по России это ну, либо агенты России, либо люди, которые очень далеки от реального положения вещей. Абсолютно ничего не понимают. Ну, полностью не понимают. Не могу сказать, да, какими-то знаниями некоторые обладают, но есть агентура. Переводчики, например, с немецкого на русский, ну, практически все работают на посольство российское. Работали. Не знаю, как сейчас обстоят дела. Ну, тогда они считали за честью, если их приглашали, например, в посольство, там, на какие-то там рауты, вечера и так далее, и так далее. Но, к большому сожалению, не дорабатываем. На самом деле, и полиция в Германии, она финансируется недостаточно, я так считаю. Вот я недавно читал статью, машины старые, убитые, сиденья порванные, ну и так далее, и так далее. Полицейские на самом деле выполняют работу в силу, но это уже не какая-то полицейская криминальная работа. Это работа, во-первых, спецслужб в первую очередь, потому что полицейский отвечает только за тот участок, на котором он находится. Он дальше его как бы это не должно касаться. А здесь мы имеем дело с государством. Самым подлым, самым коварным, лицемерным, жестоким государством. И огромное количество русскоговорящих проживает здесь, в Германии, которые под левыми документами, что они там поздние переселенцы, немцы, там евреи, приезжают сюда и давно уже здесь основались. Потом к ним дополнительно уже позже приезжают там разные беженцы, в том числе, к сожалению, чеченской национальности, которые абсолютно нигде не преследуются, они ничего не говорят о том, что там во временно оккупированной Ичкерии творится беспредел, убивают людей и так далее. Ну, просто здесь находятся. Ну и тебя через родственника могут там попросить небольшой услуги. Занимаются переводом денег, здесь деньгами занимаются криминалом. Ну, сейчас уже давно я не слышал этой информации, где-то проскакивала информация давным-давно, что и оружие завозят и так далее, и так далее. Ну, по идее, но это только то, что касается вот чеченской вот национальности. То, что русскоязычные, вот это из Казахстана, такие немцы, да, есть реальные, настоящие немцы, которые приезжают и которые не навредят своей стране. Но есть и которые ведут себя, ну, специально приехали для того, чтобы заниматься чем-то подлым. Подлым и преступным. И также очень важно обратить внимание в связи с этими событиями, которые сейчас происходят, там 15-го будут происходить вот эта встреча, в том, что Россия тоже к чему-то готовится. Не только американцы заговорили о золотом куполе, не только американцы вводят в Вашингтон национальную гвардию, но еще Роскомнадзор, как я называю его, Роскомпозор, подтвердил ограничение работы WhatsApp. Здесь про Telegram говорится, но Telegram, это, я думаю, так, в довесок обычно они так делают, это такой трюк, мое мнение, потому что я считаю, Telegram это чисто ФСБшная программа, о котором я уже 6 лет твержу, что это российская программа ФСБшная. Решение о частном ограничении звонков в мессенджерах в Роскомнадзоре объяснили тем, что WhatsApp стал основным голосовыми сервисами, которые используются для обмана и вымогательства денег.
Видите, дезавуируют они. Почему они это делают? А также вовлечение граждан фашистской Российской Федерации в диверсионную и террористическую деятельность. Никаких иных ограничений функционала WhatsApp не вводится, подчеркнули в Роскомнадзоре. Минцифры РФ позднее пояснили, что доступ к звонкам мессенджера будет восстановлен после выполнения ими требований российского законодательства. Ну вот потихонечку прикрывают это все. Прикрывают и будут прикрывать. Будут прикрывать. Потому что ведется большущая работа. Но, поругав немножко немецкие власти, нужно еще и сказать правду о том, что здесь реально происходит. Более 4000 попыток нелегально пересечь западную границу Германии зафиксировала федеральная полиция, уточнив, что 2573 человека пытались въехать в земли Ройланд-Пфальц и Саар из Франции, 1034 из Люксембурга и 219 из Бельгии. Во Францию были возвращены 1364 человека, в Люксембург 869, а в Бельгию 132. Окончательная статистика за июль еще не готова, так что реальные цифры могут быть немного выше. Федеральная полиция также сообщает, что в ходе проверок были задержаны 144 контрабандиста, кроме того были арестованы 480 человек, в отношении которых имелись соответствующие ордера. 16 сентября 2024 года на всех границах Германии был временно восстановлен пограничный контроль. В мае глава МВД ФРГ Александр Добринт усилил погранконтроль и распорядился отказывать во въезде просителям убежища. Несколько дней назад министр объявил о намерении продлить режим контроля на всех границах для борьбы с нелегальной миграцией и после сентября. К большому сожалению, работа ведется большая, но, к большому сожалению, она ведется недостаточно, на мой взгляд. Открытые, просто вот есть вот стопроцентные стукачи КГБ, ФСБ, ГРУ здесь, которые стучат, готовы что угодно делать, какую угодно подлость делать. И также они могут уже через свои связи задействовать там родственников, там, знакомых, друзей там, и так далее. Эта работа будет, по всей видимости, ими продолжена, по всей видимости. Так, давайте ваши комментарии, друзья, почитаю. Так, что у нас в ТикТок? Друзья, распространяйте ссылку. Привет из Украины. Ретроман. Приветствую. Витаю вас, Украина. Витаю. Так, посмотрим. Смотрю, как обычно, засоряют мне тут эфир, но одновременно и раскручивают. Так, посмотрим. Да, Татьяна, совершенно верно. Украина всю жизнь кормила Россию, а получила взамен что? Уничтожает беззащитных людей. Абсолютно так. И знаете, что самое циничное в этом во всем? Называя украинцев братьями, и приходя защищать, спасать русских в Украине, они убивают русских, в том числе женщин, детей, роддома, больницы. Помните, постоянно они нам рассказывали, что там чеченцы там роддом захватили, еще что-то сделали, то сделали, все сделали. А на самом деле именно они это делали. Просто наши голоса не были слышны, пропаганда была очень мощная, и все помогали русским, а не нам. И это их методы устрашения, где нужно вот днем и ночью убивать женщин, детей, роддома, больницы, автовокзалы,
да все, метро, где большое скопление людей, где можно больше всего убить людей, русские бьют туда. И со временем такое происходит накопительный эффект, люди устают, боятся, и в конце концов они как бы таким образом людей загоняют. И начинаете, знаете, одновременно с этим они говорят, так если бы вот наши не воевали бы, то русские нас оставили бы. Вот такая была пропаганда. И один наш тогда боец сказал, когда радуйтесь, что мы пока есть, ну, боец Чеченской Республики, Ичкерия. Он сказал, что радуйтесь, что мы пока есть, когда закончимся мы, возьмутся за вас. Так и произошло. После того, как они фактически уничтожили подполье, и после этого начали просто людей убивать, просто пытать, издеваться. Потом травили онкологией. Огромный такой резкий скачок, всплеск онкологии произошел в Чеченской Республике. Я уже находился в Германии, еще до Германии, это уже всплеск пошел. Ну, сюда каждую неделю, каждый месяц привозили людей, кто-то умирал, кого-то удавалось вылечить. Но все, вот начиналась вот эта система. Потом резко мы начали об этом говорить, там по какой-то причине еще какой-то, чуть-чуть спал этот, хотя люди сейчас до сих пор болеют. Потом началась вот эта пандемия по поводу коронавируса. И все это начало дальше вот распространяться, и началась война против Украины. Началась война, и отправили всех. Сперва в Сирию всех собирали, отправляли, тоже под чужим флагом. И потом, когда в Украине война началась, начали Украину засылать. Потом широкомасштабная началась в Украине война, и тоже начали всех забревать туда, забирать. Кого обманом, кого шантажом, и так далее, и так далее. Дядя, тебя еще не блокировали, говорит. Не блокировали, вопрос это. Олег Криворучка. Олег, мой канал заблокирован на территории фашистской России, где не любят правду. Уже, наверное, лет 5, наверное. 6 лет он у меня есть. 5 лет и монетизации лишили, и заблокировали, и так далее. Поэтому все как положено. У меня все чисто, да. Фашистская русня, враг. Доброго дня, я первый раз на вашем канале и ни капли не жалею о потраченного времени. Спасибо за вашу позицию. Удачи во всех начинаниях. С наилучшими пожеланиями из города Сумы, Украины. Скиф, доброго и вам дня. Витаю вас. Слава Украине. Здравствуйте. Как вы думаете, если Путин приедет с Америки, его же суд Гаагский должен будет посадить, будет насмешка над Украиной и Европой, Западом, кто так мечтает о правильном? Ну, я не понял, конечно, до конца, что вы сказали, Сергей. Но Америка не ратифицировала договор МУС, Международного уголовного суда, и поэтому имеет право его не арестовывать. Хотя есть за что. Ну, есть вероятность, что он вообще туда не поедет, Путин. Просто испугается. Он же такой патологический трус. Других царей у России не было никогда. Так, у нас здесь тишина. Живу в Германии уже 30 лет, сам с Казахстана. У полицейских машины новые. Слава Украине. Героям слава. Героям слава.
Ну, разные бывают машины, бывают и новые, наверное, но есть и очень старые, и убитые, я вам скажу. Ну и сейчас работа должна вестись в таком авральном режиме. Так, слава Украине, героям слава. Слава ВСУ, героям слава. Вот скажи, а что нужно делать РФ, если Украина стала НАТО? Так же терпеть, говорит ли? Ну, я не понял, что делать. России нужно находиться у себя в стране и вот этот свой пятачок, свиное рыло не сувать в чужой калаш-снаряд, понимаете? Жить у себя и никуда не лезть. Вот что от вас требуется. Больше от вас никто ничего не требует. На вашей территории не идет война, если вы россиянин, конечно, я вам говорю. Все, буду Украина. Тамаз Виладзе, здравствуйте, я присоединяюсь. Спасибо, Тамаз. Как вы думаете, если Путлер не поедет, Трампусик разозлится, может, все-таки, да, может, уже нужно как-то действовать радикально? Бабанетка, я не знаю, разозлится Трамп или нет. Интересно вы его назвали. Чисто по-женски. Но я могу сказать, что, знаете, идет большая шахматная партия. Просто это очень серьезно все. Очень серьезно. И хотят использовать, наверное, все меры, которые не довели бы до ситуации, когда вот произойдет просто кровавая резня. Ядерная резня. Но, не знаю, посмотрим. Вітання з Київщини. Леонід, вітаю вас. Вітаю Киев. А вы кто такой? Чиновник какой-то. Ну, я вообще-то царь всей России. Любите меня и жалуйте. А в Европе пропаганды нет и спецслужб, работающих против России. Вы завидуете России, любители врать все о России. Ну, что имеете в виду под пропагандой? Что имеете в виду? Пропаганда здорового образа жизни есть. Много что здесь есть. И спецслужбы работают, и в том числе против России. Но я как чеченец, который уже 10 лет нахожусь в Германии, и последние 6 лет веду этот канал, могу вам сказать, что мне столько усилий требовалось, чтобы достучаться до немцев, докричаться о том, кто вы такие, что вы представляете для них угрозу. И теперь, конечно, не приходится этого делать, слава богу, начали понимать, но очень много времени упущено. Очень много времени упущено. Вы представляете для нас всех угрозу, для немцев представляете. Немцы, знаете, как готовы были с вами договариваться. Немцы думали, они думают, у европейцев, у западных людей, вообще у нормальных цивилизованных людей, большая ошибка думать, что вы думаете так же.
Они думали, что если с вами устанавливать экономические отношения, с вами завязаться в плотных финансовых, денежных потоках, то таким образом вы не будете представлять для них угрозу. Вот теракты, убийства, атомная война, еще что-то, понимаете? Просто люди думают как люди. Они думают, что вы люди, обычные люди, которые хотят мира и так далее. А ваша власть и ваш имперский вот этот настрой, он абсолютно выходит за рамки человеческого. Вы за рамками человечности, понимаете? Империя, ваша русская империя, империи разные были в этом мире за все это время. Более подлая, более грязная, более фашистующая империи и идеологии русизм, человека ненавистнической идеологии русизм не существует просто. За всю историю не было такой идеологии. И было трудно понять, уместить в немецкой голове о том, что если вы чем больше им даете, чем больше вы с ними финансово замазываетесь, они думают, как бы у вас все остальное отобрать, как бы вас кинуть, как бы вас там взять на крючок, подчинить себе. Да? Ведь у раба ведь только одна мечта, не освободиться, а иметь своих рабов. Понимаете? Вот вы такие. Вот, к большому сожалению, имперство ваше, оно представляет угрозу. И я сейчас считаю, что нету здесь пропаганды. Мало работают спецслужбы, понимаете, против вас. Мало. 1000 раз, 100 раз, 200 раз больше нужно, чтобы работали. Нужно, чтобы вся Германия мобилизовалась. Все люди должны мобилизоваться против вас. Все ваши русскоязычные, вот все, кто вот, и чеченцы, я имею в виду тоже, которые за вас там душой болеют там, или готовы за малую мзду продавать Германию, либо должны быть взяты под контроль, либо депортированы к чертовой матери в вашу фашистскую Россию. Потому что вы представляете смертельную угрозу. Понимаете? Смертельную. И это не какие-то там громкие слова. Это реальность, о которой мы давно предупреждали. Так, я смотрю. Выделяете вы на меня целую тролль-бригаду, да? Так. Вот ваша вся сущность, понимаете? Ваша вся сущность. Вот Димон пишет. Вам жизнь подарили, как и евреям, а вы, твари, обгадили все и везде, и вокруг. Вот. Суть русского имперца, фашиста, русиста, особой, самой жестокой человека ненавистнической идеологии.
Значит, вот этот человек, зачатый в пьяном угаре, где-то там под забором, лежащий в собственной моче, рассказывает, что он нам подарил жизнь. Понимаете? Понимаете? Вот их логика мышления. Вот это и есть их фашизм. Понимаете? Он своего отца не знает по имени. Он не знает вообще ни откуда его предки, кто он, что он. У него нету, фундамента нет, понимаете? И он говорит про людей, у которых есть фундамент, и вообще, что он кому-то подарил жизнь. То есть они не убили всех. Вот он это имеет в виду. Что мы, когда вас убивали, мы вас всех не добили просто. Вот что он имеет в виду. Понимаете? А добили бы. Добили бы, если вы могли бы. Слава Богу, это не в вашей власти. Всех убили бы. Детей не жалели, убивали. Неоднократно пытались полностью уничтожить. Просто это не в вашей власти. Слава Богу, на этой земле есть эту землю, эту вселенную кто-то создал, и он ею управляет. И только по его желанию народы могут какие-то исчезнуть или появиться. Вот вам вся суть этих мерзавцев. Салам алейкум, Армения. Ва алейкум салам, Армения, Кавказ. Приветствую вас, Армения. Я вас поздравляю, армяне и азербайджанцы. Я искренне желаю вам мира на вашей земле. Желаю, чтобы вы, два соседних народа, жили, азербайджанцы и армяне, жили в дружбе, в братстве. Большим уважением к вам всем. Молодцы. И Пашинян, и Алиев сделали то, что должны были сделать. Жаль, что вы это не сделали 25 лет назад, но, видимо, всему свое время. Видимо, всему свое время. Так. Мне тут пишут, что я весь народ оскорбляю. Нет, я не оскорбляю весь русский народ. Я говорю о русских имперцах. Речь не об этнической принадлежности. Например, Кадыров такой же русский имперец. И Винтик, даже может он не понимает, что делать. Ну, за бабки, ну, он на службе у вас. Поэтому это не касается русского народа. Не имперского русского народа. Это касается в первую очередь и в единственную очередь имперцев, русских имперцев. Речь только о них идет. А так, все люди есть и нормальные, и плохие. Возможно ли нападение России на Азербайджан? Самир, я полагаю, что против Азербайджана и Армении будут проводиться террористические атаки. Дело в том, что Россия перебрасывает своих террористов. Они сейчас в секторе Газа не очень хорошо себя чувствуют. И многих функционеров, я не простой народ имею в виду, которые там сейчас арабы сектора Газа, арабы Палестины, а функционеров, вербовщиков этих разных психологов и разных других. И они сейчас готовятся к тому, чтобы со стороны Ирана и со стороны России начать
террор против Азербайджана и Армении. Я полагаю, что в первую очередь будет вот в этом направлении у них вестись работа, чтобы сделать максимально затруднительным работу коридору Трампа. Как-то так. Об этом у меня есть отдельные видео. Вы можете посмотреть, если вам интересно. Прямо по прямого вторжения я пока не вижу. Я думаю, не посмеют, потому что если там будет американская база, то это уже другой, другой уровень. Они только из себя корчат супер смелых, супер дерзких. На самом деле это трусливые шакалы. Они бьют только слабых, которые заведомо намного слабее их, вот только на них они нападают. Понимаете? А Армения и Азербайджан получили поддержку и от Дональда Трампа, от Соединенных Штатов, и от НАТО. И я думаю, что прямого вторжения не осмелятся они сделать. Но начать террор, начать какие-нибудь восстания, мы все знаем, что в России проживает большая азербайджанская диаспора. Также мы знаем, что Россия, Армения и представители Армении тоже в огромном количестве проживают, обрусевших полностью до кости мозга, до костного мозга обрусевшие есть армяне, которые мы видим, есть и на телевидении они есть. Они могут начать там диверсии против Пашиняна, покушения могут быть на Пашиняна, на Алиева, теракты. Потом как будто там оппозиция какая-то начнет там. Ну, вот это все, я полагаю, что в этом смысле может быть вестись работа. Прямого вторжения я пока не вижу. Ну, под видом гражданской войны, провокации, вот это все методы будут применять. Открыто пойти просто побояться. Трусы просто страшнейшие просто. Просто Путин, Патрушев — это самые большие трусы. Потому что только трус может быть таким жестоким. Кто-то еще сомневается, что россияне террористы. Да, я думаю, уже никто не сомневается. Никто не сомневается. Единственная одна проблема у меня постоянно, когда мы говорим, что россияне террористы, русская вот эта банда армия и вот эта террористическая банда ФСБ, они террористы и так далее. Единственное, у меня возникает вопрос: друзья, где вы были последние 25-30 лет, когда они нас оболгали и уничтожали? Вот что самое всплывает в голове, когда все такое открытие для всех. О, русские террористы, русские фашисты, там, русисты. Да, это так, абсолютно. И я рад, что вы пришли к этой мысли. Наконец-то вы это поняли, друзья. Очень жаль только, что вы поздно это поняли. Для нас поздно. Хотя, слава богу, история не заканчивается. Чеченский народ сейчас здесь, в Европе, приютенный, принятый Западом, Германией, Францией, Британией, Норвегией, Австрией, огромным, ну, всеми государствами Европы приняты. Сейчас набирается знаний, оканчивают лучшие университеты, занимаются, учатся. Ну, короче говоря, мы развиваемся, говорим на всех языках и готовим свою элиту, новую молодую элиту для того, чтобы с новыми силами возрождать свою свободную, деоккупированную Чеченскую республику Ичкерия. Далмула. Далмула. Нет худа без добра, как говорится. Если бы не эта война, нас бы треть не оказалось здесь, в Европе. 300 тысяч, некоторые говорят 350 тысяч нас здесь. И мы говорим на всех языках, мы учимся, развиваемся. Ну, супер просто. Супер. И у нас есть чем гордиться и кем гордиться.
нашей славной историей и нашими лучшими сынами и дочерями, которые отдали жизнь за то, чтобы мы были свободными. Так, дальше. Салам маршал Дон, и здоровья всем, кто относится к Астан с уважением, понимает. Дели салам маршал, он буря, маршуйло. Дели схуйло. Ответьте, вас Америка защитит. Нет, нас Америка не защитит. Но я могу сказать, что благодаря Америке, Великобритании и вот этого Запада, которого вы так люто ненавидите, вы нас не смогли полностью уничтожить и взять под полный контроль. Хотя вы сделали очень много. Как не давали нам выехать нашим людям сюда, в Европу. Я помню, это был, наверное, 2004 год. Когда 2005, может быть, когда загранпаспорта чеченцам не выдавались там и так далее. Потом сюда, в Европу, присылали бумажки, что мы какие-то опасные террористы, там, и так, исламисты и так далее. И, большому сожалению, немецкие, в том числе немецкие правоохранители, верили вам. В Интерполе была вот эта работа против нас. И все равно... Я как раз тогда ходил в Новую газету, писал тогда бумаги, письма, чтобы чеченцам выдавали загранпаспорта. Это, наверное, не помню сейчас, может, 2000, даже 2-й или 3-й год это мог быть, могу ошибаться. Но я помню, с одним журналистом мы походили, и потом, когда они поняли из Новой газеты, ФСБшной, на мой взгляд, Новой газеты, поняли, что я не засланный какой-то западными спецслужбами или какими-то правозащитными организациями человек, а обычный простой человек, они просто проигнорировали все, что я говорю и делаю. Они разобрались, пообщались со мной, им было интересно узнать, кто я. И все, и оставили эту тему. Но я продолжил, я писал, требовал, везде возмущался и так далее. И всем фирмам, которые не давали, там, готовили пакет документов, туда звонил. Ну, короче, начинал свой путь, так сказать, борьбы за права чеченцев. К большому сожалению, чеченцы, за чеченцев у Америки глобальные планы. И нас так между делом, так сказать. Ну, я это делаю не для Америки. И мы, чеченцы, боролись против вашей агрессии до того, когда даже Америка появилась на политической карте мира. Понимаете? Наша борьба древнее, чем государство Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы боремся за себя, американцы за себя, но благодаря тому, что на земле есть такие государства, как Америка, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, мы все, в том числе по их причине, на все воля Господа, но по их причине нас всех не истребили. Хотя вы сделали все возможное. И потом вы отсюда нас депортировать хотели и продолжаете хотеть, понимаете? Вы разные вот эти под видом исламистов, нас здесь представляли исламистами, вот этими 2 волосами здесь разные ваши ГБшные пропагандисты. Они представляли, что мы там исламисты, нас нужно депортировать. И все ожидали, что массово сейчас пару терактов, видимо, готовились. И были кое-какие там нападения там, на убийство учителя во Франции.
Другие там разные моменты были. Слава богу, ничего такого громкого, сильного не получилось. Но и мы предпринимали меры, мы раскусили ваши действия, вашу агентуру, которая сейчас уже чеченцы плюют в их сторону. Хотя вначале поверили, что они из себя что-то представляют. Ваши разные там блогеры, вся ваша шушера болотная. Поэтому Америка не защитит нас. Каждый сам за себя будет защищать. Мы будем защищать себя. Американцы будут защищать себя. Ну, когда мы будем, сейчас в данном случае, мы союзники, мы на одной стороне, мы на стороне света, на стороне добра. Вот будем дальше вести. Вообще, я иногда сомневаюсь, вообще Америка знает про нас или нет. Она иногда так забывает про нас, да. Что хочется выйти на Луну, да. Так, я смотрю тут. Спасибо, Вованятка, спасибо. Да, но слава богу, ситуация изменилась, Вованятка. Она изменилась так в корне, эта ситуация, так сильно она изменилась, что уже обратно, как говорится, джина в бутылку не вернешь. Ситуация очень сильно изменилась. И Европа начала производить, буквально сегодня читал информацию о том, что Европа начала в 3 раза больше производить вооружения, чем они планировали даже. Потому что все усиленно готовятся к войне с фашистской русней. Выключай стрим, говорит, наговорил и так уже на пожизненно. Костя, ты считаешь, что этого одного стрима хватает? Ты все мои другие стримы не видел. Поименно, по фамилиям, все ваше руководство ФСБ разоблачаю, да. И, кстати говоря, за вас, русских, которые мне тут за 30 серебряников пишите мне тут, за 15 рублей пишите комментарии мне здесь, а по факту вы являетесь, вас ваше ФСБ уничтожает, а вы, называя украинцев братьев и спасая русских, идете убивать русских и убивать своих братьев украинцев. Понимаете? Такое вероломство. Они вас убивают, они вас взрывают, спящих ваших женщин, детей. Понимаешь? Я защищаю. Вот, как называют там. Русофобом, правда, меня не называют, потому что я им не являюсь. Кстати говоря, я обратил внимание, все эти хорошие, полухорошие, типа хорошие, недохорошие русские здесь, которые есть, они в 1000 раз хуже самого Путина и лживее, чем этот Путин. Представьте себе, лживее Путина на земле найти, Патрушева, людей невозможно.
А вот эти хорошие или полухорошие ваши русские, там Муждабаев, Невзоров, вот эта вся шушера, которые сами себя называют русофобами, я уже вывел такую параллель, всех, кто открыто себя называют русофобами, там, и прямо вот оскорбляют русских, всех русских, не имперцев, это ваши все стоят, ГБшные вот эти помойки самые настоящие. Вот такие вот интересные вещи, да. Поэтому кто еще на пожизненное наговорил, мы еще посмотрим. Вы все будете, суки, отвечать, да. Не вас шушера 30-рублевая, 15-рублевая, вы ничего не стоите из себя. Ваше руководство имперское, ФСБ и вот эти ваши бандармии руководства. Спасибо. Незручно правда. Незручно правда. Спасибо. Так, буря. Налуш мамо. Налушу я. Нет, ты меня называл, может быть, там, сколько вас тут сидите, вы днем и ночью оскорбляете, пишете, да. Но речь не о том, что меня кто-то назвал. Я сам себя же я не считаю таковым, правильно? Да? Вы что тут меня тут не пишете, если каждому то, что пишете. А ваши вот эти Муждабаевы, ваши эти там, кто у вас там этот, кто это в Израиль уехал из Украины, который военный преступник, 2 раза у нас воевал, потом, как его, этот Невзоров, вот эта вся вот эта братья, мы русофобы, они таким образом хотят представить, что все русофобы. Нет, и таким образом, кстати говоря, я так полагаю, они это делают для того, чтобы все русские посчитали, которые не имперцы. Ведь эта имперскость ведь многим навязана, да, пропагандой, там еще там с детства, еще как-то, но в первую очередь пропаганда, сегодняшняя пропаганда. Ведь ее не было в 91 году никакой имперскости. Да, все свобода, Ельцин говорил, берите суверенитет, там другие расходились. И вроде бы, оказывается, и не было никакой. Не вышли ведь, когда Советский Союз разваливался, русский народ ведь не выбежал с вилами, там, с топорами. Нет, мы не отпустим. Все сидели тихо, мирно. Это в основном искусственно все навязывается. А вы, как бараны, это все повторяете, просто когда вам это навязывают. Ну, вы-то троллятина, я имею в виду тех, кто повторяют. Есть ведь бараны, полезные идиоты такие, известные, которые этим занимаются. И вот получается, что эти имперцы, которые занимаются таким, называя русофобами, всех русских под одну гребенку. Это очень удобно, да, всех, потому что ФСБ всегда нужно за кого-то спрятаться. Вот если сказать, например, что вот там все за границей, кто сидят, всех русских ненавидят. И все, и какой-нибудь молодой русский парень, который считает, а зачем мы реально напали на Украину? Ну зачем? Братья, там русских, сколько вы русских там убили? Просто оставим украинцев. Просто за русских же вы переживали. Сколько вы убили? Сколько вы убили русских наших, чеченских, наших, грозненских? Сколько вы убили? Просто задумайтесь. Просто под завалами людей просто закапывали, заживо просто уничтожали. Вы же не за русских были, правильно? Ведь начинали Вторую русско-чеченскую войну, взорвав своих же русских. Понимаете? И когда русофоб говорят на всех русских, когда ты распространяешь, то в таком случае это очень удобно. И молодой пацан, который сидит, который не понимает, да, реально, за что мы убиваем там украинцев, за что мы чеченцев убиваем, зачем мы грузин убиваем. Да, не нравится там кто-то, еще что-то там, особенно из все за пропагандой. Ну, а убивать-то за что? К ним на родину приходить, их женщин, детей за что их убивать? И он подумает, а нафиг мне это нужно тогда? И вот в этот момент палочка-выручалочка в лице русофобов появляется. И так это ж все одним миром мазаны. Да это все. И вот этот русский парень вместо того, чтобы быть либо нейтральным, либо выступить против своей власти, он таким образом скажет, стоп, тогда я тоже тогда враг.
Нет, ну тогда хоть эти плохие, хоть они неправы, но меня уже определили к ним, и он к ним примкнет. Вот для этого делают ваши Невзоровы там, которым Украина, кстати, гражданство дала при Зеленском. Антон Геращенко этим как раз занимался, способствовал получению гражданства для Невзорова. Кто там еще у вас там? Бабченко. Вот Бабченко тоже русофоб там такой большой. Сколько чеченцев убил Бабченко, чтобы потом называть русских русофобами? Да? Сколько грузин убил Бабченко? Узнаем, узнаем. Сейчас, правда, в Израиле, наверное, израильские там корни нашел. Обычно так все русские делают. Бегут куда-нибудь в Израиль, куда-нибудь в другое место. Корни у них там находятся. И они все там спасаются. И там, в других местах, чтобы не отвечать за то, что было. Понимаете? Вот как это все делается. Русские, которые сражаются сегодня против империи на стороне Украины, это герои. И ничем они не хуже украинского героя, чеченского героя или какого азербайджанского, любого другого героя, который сейчас сражается. Такие же. Ничем не хуже. Но они понимают, понимают. Из-за тебя и война не останавливается. Говорит, конечно, именно из-за меня. Я как раз во всем виноват. Да, и начал я, и не останавливаю ее я. Бабченков кается. Ага, кается. Я не видел, чтобы он каялся. Так, посмотрим, что нам пишут в ТикТок. Все, друзья, приветствую. Алейк салам, Аслан. Русские разные. Цветок USA. Да, конечно, русские разные. Это бесспорно. Просто одна большая проблема у русских. Это имперство у них, которое сидит. Ладно бы они бы этим имперством, как наркоманией, болели бы и сами себя там убивали бы. Но они других убивают. Тогда она нашей проблемой становится. Вот в чем беда. Вот и все. Такс, 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 такс.
Ичкерия с Украины. А с кем-то, Олег? А с кем Украина? Еще не поняли еще? Конечно, с Украиной. Что за разговор? Так. Валейк салам, Рома. Новости, свежие новости. Дональд Трамп остался доволен видеоконференцией по Украине, в рамках которой обсудил с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами свои будущие переговоры на Аляске. Об этом президент США заявил на пресс-конференции по итогам онлайн-встречи, оценив ее как очень хорошую. Общаясь с журналистами, Трамп пообещал быстро организовать саммит РФ Украина-США, если встреча с Путиным будет удачной. Если необходимые ответы не будут получены, то следующая встреча не состоится, отметил он. При этом, по словам главы Белого дома, приглашение президента Украины на Аляску не рассматривалось изначально. Вместе с тем, Трамп вновь пригрозил России очень серьезными последствиями, если ее атака на Украину не прекратятся. Вот такие вот дела, друзья. Наступит время, когда один скажет: я русский имперец, а миллионы будут отвечать: за русским кораблем. Так, что у нас здесь? Слава Ичкерии. Героям слава, Олег. Героям слава. Для кого-то будет Божий суд, а для кого-то страшный. Вдумайтесь. Да, дай Бог. Зеленский агент Кремля, спрашивает РУ. Я не думаю, что Зеленский агент Кремля, но я думаю, что Зеленский находится в тисках, где непонятно, кто чей. Где бы понять, кто наш, да, помните, наши или это не наши. Вот в чем беда. Немножко я вам дам троллятины отдохнуть, вы и так хорошо заработали. Давайте, отдыхайте. Елена Куликова, ты права, говорит Буря, согласен с вами, как и многие разумные, но многочисленный народ, кроме как ответного удара. Этот народ видит все, что происходит в Украине, и они же не признают, что они освободители. Все рабы сдохнут, говорит. Жаль, но ты не прав. Но рабы, к сожалению, не сдохнут. Самые страшные рабы — это те, которые гордятся своим рабством, понимаете? Гордятся. Им нравится быть рабами. Как-то смотрел одного ФСБшника, спецназовец, там какой-то такой репа, в экран не помещается. И он, ну, воин, да, как воин, солдат, всю жизнь там прослужил. Вроде бы должен быть благородный такой, с правильными пониманием. И он сказал, русский, россиянин, ФСБшник. И он сказал одну такую интересную вещь, что полностью показал, но он как бы молодым наставление делал, ФСБшникам, молодым вот этим спецназовцам, спецназ ФСБ или кто они, альфа, бета там или гамма.
И он говорит, что командиру, к власти нужно быть преданным, вот просто как собака, как пес. Я вот приблизительно просто цитирую, что он сказал, что он должен просто мечтать, просто выслужиться, что умереть там за этого своего хозяина. Вот так он ему там закладывали программу. И я понял, что человек ни про достоинство не говорит, ни про там честь не говорит. Ну, просто рабы, собаки такие, бойцовские собаки. Да, должен быть предан, если он телохранитель, спецназовец. Ну а что украинцы говорят? Вы слышали? И мы, чеченцы, так говорим. Служу украинской нации, они говорят, украинскому народу. Понимаете? А русские служат царю, батюшке, русские служат кому угодно, империи, но не народу. Потому что даже сказать это нельзя, понимаете? Сказать просто это, потому что если это сказать, то все, это самая суть. Если приказ будет против украинского народа, украинский офицер, военный, спецслужбист скажет, стоп, ну, настоящий, скажет, стоп, нет, это нас, мы против народа не идем, я служу народу, он скажет, он же присягу дает, он же, кажется, честь отдает, служу украинскому народу. А здесь ты служишь царю на Руси. Ну да, тогда да. Кто такой народ? Народ это ничто. Помните, когда избирали Путина, они все собрались там, вот эти оговорки. Кто же это была, по-моему, там какая-то там барышня сидит там, Медведев, Путин, там вся вот эта банда собралась. И он говорит, там, ну, там есть народ, там журналист какой-то вопрос задает, или журналист, просто оператор, их может оператор. Это что такое народ? Представьте, только Путина избрали, они сейчас бухают там, вино там выпивают, там туда-сюда. И только вот избрали они. Все, сразу же точку она поставила. Что такое для них народ? А народ ничто, понимаете? Народ просто на России для власти ничто. Вот что вас, русских, должно задевать, понимаете? Вот что вам должно коробить внутри, как это вы ничто. Вы их кормите, вы нищенствуете. Самая богатая страна в мире просто. С полезными ископаемыми, совсем. Они миллиардеры. Они открыто просто с этими деньгами просто кичат. Они вас за людей не считают. В Украине войну начали за неодворянство. Они решили свои эти миллиарды передать своим детям. 3 поколения они вас, русских, нас всех советских, заставляли 3 поколения, 75 лет пахали, не имея ничего собственности. То есть рабами были. 75 лет советские граждане были рабы. У них ничего не было своего, ничего просто. А потом взяли и поделили это все между собой, КГБшники. То есть все на государство, все заводы, фабрики, пароходы государству, а потом раз и поделили. Причем эти же ФСБшники, КГБшники миллионами в ГУЛАГах, Соловках сгноили, расстреляли, репрессировали в дурках за то, что ты не любишь советскую власть. С ума сводили. Это же КГБ дело. Все психологи на России, на Советском Союзе, это были КГБшники. Чисто их профессии были. И сейчас то же самое. Всех уничтожали, 3 поколения рабов заставляли работать. И потомки тех, кто расстреливал нас, репрессировал нас, они прибрали, поделили эту собственность между собой. А потом решили стать, ну а мы что, просто, ну не может быть генерал КГБ, ФСБ миллиардером. Ну, ему же хочется там на Запад выезжать, чтобы его дети, внуки, чтобы они это унаследовали все. Жалко же, все нахапали, награбили же. Надо же все оставить детям, родным, любимым. Понимаете? Ну вот нужно было сделать дворянство. Во Франции есть вот те, которые потомки царей, там, императоров, там, дворян, которые бежали тогда. Которых прикрутили еще в советское время, там многих перевербовали, там сделали, посадили, подкармливая. Вот эти интеллигенты, которые бежали, на самом деле они из себя ровным счетом ничего не представляли. Ни лидеров, ни военной элиты, ничего не оставили, всех уничтожили. Более-менее активных еще тогда, в 20-х, 30-х, 40-х годах
Причем при помощи той же Франции, при помощи этого же Запада выменивали, заманивали. Операция Трест, помните? Как заманили, тогда уничтожали. Типа внутри есть какое-то подполье, мы сейчас поднимемся там туда-сюда. Как раз сейчас Закаев тоже там рассказывает, что в Чечне есть подполье. Да чтобы репрессии ФСБ, чтобы у ФСБ были основания сделать репрессии, как там есть подполье, надо там это сделать, надо то сделать. Вон смотрите, говорят же, есть подполье. Значит, нужно провести репрессии, найти, выявить нужно. Вот то же самое тогда сделали. И новое дворянство, новая элита России. А русские новые холопы, неохолопы. Понимаете? Вот сейчас идет война ФСБ за неодворянство, а русский, российский народ за свое неохолопство, чтобы их дети были законными холопами. То есть сейчас, если ты не можешь вырваться из-под этого гнета ФСБшного, который тотален просто, полностью тотально. Есть элита ФСБ, и есть большая такая прослойка агентуры этой, которая мусор, это слуги для ФСБ. Но при всем при этом они тоже копеечку имеют, там где-то может там иногда черную икру с маслом имеют. А все остальные это никто, это холопы, быдло. Продавать будут как собак, как раньше продавали, меняли на гончих. Вот так будут менять. Понимаете? Вот к чему готовиться. Если сегодня нет возможности бороться, то хотя бы, может, у следующих поколений оно будет. А нет, надо закрепить, чтобы никогда, чтобы комар носу не подточил, чтобы стабильно все, навсегда холопство было. Задокументировано, понимаете? Вон есть ведь в разных странах, там, видели там, где в Тайване, что ли, или где они там, в Таиланде, офицеры в белых мундирах, в этих всех медалях, погонах золотых, там красиво, на колени становятся, собачку несут на руках, на коленях причем. Офицер, какой это офицер? Это дерьмо, а не офицер. Какой он будет офицер, если он на коленях ползает, там, королеву. Вот такую же хотели систему построить. Открыто, прямо, что было. Понимаете? Ну, увы, ах, не шмогла, Дион, не шмогла. Друзья, будем наблюдать за тем, что будет происходить. Завтра еще один день нам предстоит. Завтра проведем стрим. Возможно, на чеченском языке я его проведу, посмотрим. Если будет много интересных новостей, то на русском, чтобы как можно больше людей смотрело, увидело. Поэтому давайте до завтра, друзья. Стрим сегодня и дальше будет с 18 часов, потому что 17 не успеваю. Будем делать его в 18 по Берлину, соответственно. Ну и всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Am Israel High. God bless the United States of America. Адикюэль Маш Оль. Всего хорошего. До свидания, друзья.